Путь этого удивительно яркого и талантливого человека не был усеян розами. Его первая книжка «Основы тюркского стихосложения» была прорецензирована в кавычках статьей под названием «Проглотивший верблюда со всеми потрохами». Достаточно колоритное название для статьи. А знакомство мое с Муратом Каримовичем состоялось несколько неожиданным образом, и связано оно с той же книжкой «Основы тюркского стихосложения». Однажды я зашел в магазин «Академкнигу», увидел эту книжку под именем неизвестного мне автора, купил. Книжка мне очень понравилась, я не знал даже тогда, что автору всего там 26 или 27 лет. И тотчас же отрецензировал ее. Я занимаюсь стиховедением, это моя основной род моих занятий в науке. И я отрецензировал эту книжку в журнале «Народы Азии и Африки», в академическом журнале. Через некоторое время после появления этой рецензии на улице ко мне подошел молодой, очень красивый человек, поздоровался, я принял его за студента и сказал: «Кажется, вы Жовтис?» Я говорю: «Да». А я, говорит, Мурат Хамраев. Вот так мы познакомились, так началась наша многолетняя дружба, и мне есть о чем вспомнить. Я много мог бы рассказывать о Мурате, но мне хочется сегодня вспомнить о том, каким трудным был его путь в науке и в жизни. Вот говорят, что, что, кажется, человеку еще нужно было, если Бог дал ему талант, трудолюбие, внешность удивительную, энергию. Оказывается, еще нужно было, чтобы люди ему не мешали. А ему удивительно настойчиво и упорно мешали жить и работать. Я вспоминаю защиту его докторской диссертации. Я выступал в качестве одного из рецензентов, неофициальных оппонентов этой работы. Во время защиты группа лиц, сотрудников, если не ошибаюсь, института отдела уйгуроведения, выступила против этой работы и пыталась обвинить автора в плагиате. Это долгая история, о которой не хочется говорить, все это ерунда была совершенная. И я вспоминаю об этом эпизоде только для того, чтобы воспроизвести, так сказать, перед вами один маленький эпизод защиты. На защите выступил тогда, после этих людей, ныне покойный Габит Махмудович Мусрепов. Человек этот, как известно, отличался удивительной деликатностью, тактичностью, это был рафинированный интеллигент. И вот, выступая в защиту Мурата, он сказал, что именно молодость и талантливость диссертанта и раздражают этих людей, злых и завистливых. Злых и завистливых. Я помню его характеристику. Повторяю, путь Мурата в науке был трудным именно благодаря тому, что ему мешали. Но я думаю, что он был счастливым человеком потому, что еще при жизни его оценили замечательные ученые, такие как Виктор Максимович Жермунский, как всегдашний оппонент, я это подчеркиваю, Виктора Максимовича Жермунского, Леонид Иванович Тимофеев, то есть люди очень разные и придерживавшиеся разных направлений в науке, как Гуннар Яринг, это шведский исследователь, очень известный тюрколог, бывший одно время послом
Швеции в Советском Союзе, как чехословацкий ученый Людек Гжибичек и многие-многие другие. В 1976 году ко мне в гости в Алма-Ату на 4 дня приезжал один из крупнейших современных славистов. Он, слава богу, жив-здоров, он очень стар, он живет в Америке. Это Кирилл Федорович Тарановский, один из выдающихся филологов, автор монографии о Мандельштаме, автор замечательных работ по теории славянского стиха. Так вот, когда Кирилл Федорович приехал в Алма-Ату, и мы с ним встретились в гостинице в первый день после его приезда, первое, что мне спросил: Александр Лазаревич, а вы знакомы с Хамраевым? Я говорю: ну, конечно, очень, я хотел бы с ним встретиться. И вот здесь, за этим столом, встретились Кирилл Федорович Тарановский с женой Верой Любомировной, они приехали. Затем значит, был я, моя семья, мои родители, и был Мурат Каримович. Тут любопытно, что кроме Каримовича, из коллег Кирилла Федоровича Тарановского, то есть из литературоведов, больше никого не было. То есть была еще моя коллега Лилия Леонидовна Бельская, ныне доктор науки, моя коллега по кафедре. А приглашал я на эту встречу с Тарановским большую группу алматинских литераторов. Но был этот 1976 год, и все они побоялись прийти на встречу с американцем. Но Мурат, естественно, этого не побоялся. Я тогда был ректором консерватории, знал, слышал, что появился такой яркий ученый, молодой, защитил кандидатской. Ну и этому я рад, всегда со стороны радуюсь успехам уйгуров, где бы они ни были. Если они что-то делают полезного для нашей культуры, любого уйгура будет радовать. Ну, прошло года или 3-4, не помню, весной 64 года он появился ко мне в кабинет. Кудсака я Мурат Хамраев. Я вот очень рад познакомиться, поговорили обо всем, о проблемах уйгуров. Но он тот сказал: у меня докторские готово. Я хотел защитить, есть осложнение. Ну, естественно, знаете, когда человек чем быстрее растет, тем больше сопротивляемости. Я обычно говорил, я изучал в детстве физику, тело чем быстрее движется, тем больше сопротивляемость. Поэтому Мурат, видимо, молодой, решил стать доктором, и часть нашей интеллигенции, особенно ученые, в первую очередь мои соотечественники уйгуры, где-то сопротивлялись. И в академии не проходило. Поэтому я вынужден был как подключиться, помочь. Не от того, что Мурат Хамраев, просто у уйгуров первый появляется доктор наук, тем более яркий молодой ученый. Поэтому я здесь очень много ему старался помочь. В общем, большими трудностями добились защиты ему докторской. И дальше до утверждения также продолжалось. Я почему это говорю не от того, что я ему помогал, а от того, что вот не всегда яркая личность идет, так сказать, легким путем. Ему было много сопротивлений, но независимо от этого он шел. Правда, у него недостаток, он очень торопился. Всего как можно больше. Конечно, это всегда отрицательно сказывается на человеке. Не хватило у него планомерные, обдуманные, сдержанные движения. Может быть, сама природа где-то ему подсказывала торопись. Судьба человека определяет. Поэтому он, несмотря вот долго не прожил, он мог бы жить долго. Ну, что сделать? Есть судьба. Но сделал очень много.
Почему много? Ну, другие могут сказать, почему только вы говорите, Мурат много сделал, и мы нет. В конце концов, не в том смысле, что много или мало сделал, а что ты дал. Настолько значимая твоя работа. Вот этим-то его вот этой работы, сами знаем, чему его работа трудолюбие, целенаправленность. В отличие его от других уйгуров, в таких случаях всегда обижаются, вот почему от других уйгуров. А я считаю, он может быть единственный уйгур, который старался пропагандировать не только себе, но, правда, каждый старается пропагандировать себе, прежде всего. Без этого не бывает. Но он старался достижения нации уйгурской пропагандировать. Я не видел такого другого ученого, который бы так пропагандировал уйгурскую культуру. В этом его была отличительная черта от других. В комплексе все это, в чем она выражается? Что Мурат мог сосредоточить все. Личные интересы и интересы нации. И вот первым ученым-секретарем этого нового первого нашего института литературы и искусства был назначен Мурат Каримович Хамраев. И вот это первое представление, когда мы с Базарбаевым согласовали, и я написала это представление и дали президиум. Никаких разговоров об этом, просто против этого предложения не было, сразу же его утвердили ученым секретарем. Ну, после этого пришлось нам с Муратом Каримовичем почти 3 или больше 3 лет сидеть в одном кабинете, занимать должность я заместителя директора, а он ученым секретарем. Что наблюдала я молодым ученым? Первое, то, что было всем известно, всем интересно, это его одаренность и способность, как молодого ученого. Он пришел к нам аспирантом и учился всего 1,5 года. За 1,5 года он успел сдавать все минимумы, кандидатские минимумы, экзамены кандидатского минимума и заниматься теоретическими вопросами, разрабатывать свою тему и написать кандидатскую диссертацию. И вот эта диссертация после обсуждения там сразу была допущена к защите. Он защитился очень успешно, ему было всего 24 года. На защиту пришел отец Каримака. И все мы обратили внимание, что он как зашел и встал около двери. Стоит. Его приглашали все. И Савит Муканов приглашал, Абдульдат Ажибаев приглашал сесть там за стол. И мы все пригласили. Нет, он не согласился. И весь период защиты, и там прошел 3 или 4 часа, он все время стоял около двери. Просто на ногах. Слушал внимательно и, может быть, и нервничал, переживал, но он просто стоял все время около двери. Я вот этот момент никак не могу забыть, потому что до сих пор у меня перед глазами, как Каримака стоит около двери, слушает защиту своего сына. Говорить о Мурате Хамраеве, это с одной стороны легко, а с другой стороны трудно. Почему? Во-первых, когда легко, это связано с молодостью, когда мы активно работали в науке, и когда создавалось новое направление в советском Казахстане, уйгуроведение. Я могу заявить, что был зародыш рождения этого направления. Когда создавался под руководством Хамраева уйгурский сектор, который последовательно превратился в институт уйгуроведения, вот это момент, и это нелегко досталось. Потому что, когда мы впервые познакомились в 1958 или 1959 году, после окончания института, университета среднеазиатского, а я в это время уже имел жизненный опыт и тоже был аспирантом
у одного того же руководителя Исмаилова. Почему-то Исмаилову хотелось мне познакомить с Муратом, и чтобы мы сблизились. И действительно, он тогда молодой, совсем зеленый еще. Еще можно принимать за студента, но мыслил масштабно, очень глубоко, и тем более те вопросы, которые он разрабатывал, основы тюркского стихосложения, все было новое для нас. Хотя мы уже зрелые научные работники, но тем не менее его суждение нас подкупало. И постепенно, и сам он в человеческом плане очень интересный. Сблизился так быстро. И у него нет таких шапкокидательств, как у молодых бывает. И нет таких степенностей, которые хотелось бы показать глубоко своего знания. Вот обычные человеческие отношения у него. И это подкупало, потому он сразу нашел общий язык с нашими выдающимися учеными, теми ребятами, которые тогда еще молодыми были. Сейчас они все остепенились, стали академиками, лауреатами, еще другими. Ну, они быстро нашли, мы быстро нашли язык. И даже стали семейно общаться. Это началось, по-моему, его вот свадьба Гулей. Вот там где-то на Семипалатинской улице или где-то за вокзалом мы были все, почти все казахи. Почему-то прогрессивное крыло казахской интеллигенции именно воспринимало его. 28 лет стать доктором наук – это не шутейное дело. Это не каждому дано. Это значит светлая голова, у него перспектива очень большая была. И вот мы подружились, когда кандидатскую он защитил за 1,5 года аспирантуры, а потом через 4 года, в 64 или 63 году, он защитил докторскую диссертацию. В этом году Общественность Советского Союза будет отмечать 250-летний юбилей Академии наук. Все национальные академии, в том числе и Казахская академия, готовятся к этому юбилею. Наш отдел уйгуроведения работает в Казахской академии вот уже 10 лет. И за это время нами достигнуты определенные удачи. Ну, в частности, значительный качественный рост наших кадров. Если к моменту образования отдела у нас было всего 2-3 кандидата наук, то сейчас мы имеем 2 докторов и 13 кандидатов. То есть более половины имеют ученые степени и звания из наших сотрудников. Работа у нас идет в основном по 3 профилям. По литературоведению и фольклористике, по языкознанию и истории. В этих областях созданы определенные работы. Некоторые вышли на союзную арену из наших работ. Ну, можно назвать участие в многотомной истории советской литературы, которая издается в Москве, координацию с работой Института проблем Дальнего Востока. Ну, а поскольку вот мы живем в Казахской Республике и связаны с другими центрами культурными, то следует сказать, что наши сотрудники, в частности группа искусствоведов, занимается историей и уйгурского театра, 40-летие со дня основания которого будет отмечаться вот в нынешнем году.